Здравствуйте, вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий в студии Юрий Осипов. В Сунтарском районе мать 6 несовершеннолетних детей осудили за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом сообщает прокуратура Якутии. В суде установили, что женщина уже 7 раз привлекалась к административной ответственности, а также неоднократно привлекалась к ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Пока матери не было дома, в том числе из-за злоупотребления ею алкогольных напитков, дети неоднократно поступали в Сунтарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Она не обеспечивала их сезонной одеждой и школьными принадлежностями. При выезде с ребенком с ограниченными возможностями здоровья на обследование в Якутск она, несмотря на то, что заболевание ребенка предусматривает наличие постоянного внимания и ухода, оставила его в лечебном учреждении без указания своих координат и злоупотреблением в дальнейшем спиртными напитками. Суд рассмотрел материалы уголовного дела и приговорил женщину к 220 часам обязательных работ. Как сообщалось ранее, прокуратура района при выявлении факта длительного неисполнения женщиной своих родительских обязанностей и непринятия в связи с этим органами профилактики должных мер внесены представления в адрес образовательных учреждений, органа опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ПДН отдела МВД России по Сунтарскому району. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования приняты меры к устранению нарушений и недопущению их впредь. В том числе по заявлению органа опеки и попечительства женщина лишена родительских прав, дети переданы на воспитание в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Виновные лица привлечены к установленной законом ответственности. В Нерингринском районе полицейские раскрыли кражу, совершенную группой лиц. В полицию обратился индивидуальный предприниматель. Он рассказал, что из помещения, принадлежащей ему базы, украли имущество на сумму 87 тысяч рублей. По подозрению в краже были установлены 4 подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте от 24 до 25 лет, ранее уже привлекавшиеся к уголовной ответственности. Организатором преступления выступил один из подозреваемых, ранее работавший на потерпевшего и затаивший на него обиду. В день происшествия он выпивал со своим товарищем. Зная, что на базе есть ценные вещи, он предложил ему совершить кражу, на что тот согласился. Разбив окно, злоумышленники проникли внутрь помещения и похитили оттуда 73 килограмма замороженного мяса, телевизор и перфоратор. Поняв, что вдвоем они не смогут все унести, позвали на подмогу еще 2 приятелей. Они погрузили украденное в машину прибывших на помощь, но злоумышленникам показалось этого мало, и они решили забрать и оставшиеся 71 килограмм мяса. Затем подельники разделили добычу между собой. Сейчас в их отношении возбудили уголовное дело. 2 подозреваемых заключены под стражу. В отношении 2 других избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мошенники обманули жительницу Нерингри. Ей позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Сообщил, что с ее карты кто-то пытался снять 600 рублей. Чтобы этого не произошло, необходимо назвать код, который придет в СМС. Потерпевшая так и сделала. Далее звонивший сообщил, что данная операция заблокирована. И, продолжая разговор, поинтересовался, не оформляла ли она кредит в размере 950 тысяч рублей. На что заявительница ответила отрицательно. Тогда лжесотрудник сказал, что необходимо срочно явиться в офис банка, снять указанную сумму и досрочно погасить кредит. Иначе будут большие проценты за просрочку. Женщина послушала афериста и отправилась в банк. В этот момент ей поступило СМС-сообщение, что на ее карту зачислено 950 тысяч рублей. Все это время мужчина продолжал разговаривать с потерпевшей, не давая ей возможности что-либо спросить у сотрудников банка, и все время повторял, чтобы она никому ничего не говорила, так как это банковская тайна. Заявительница сняла с карты 860 тысяч рублей, так как сумма страховки в размере более 90 тысяч рублей была сразу списана, и ей не хватало для якобы погашения кредита, то она сняла со своей кредитной карты еще 100 тысяч рублей. Далее мошенник сказал, что необходимо пойти в отделение другого банка и через банкомат положить всю сумму на номера счетов, которые он ей продиктует. Что женщина и сделала. После этого звонивший повесил трубку. И когда уже я, очнувшись от этого гипноза, будем говорить так, начала смотреть печати, которые мне выслали, смотреть номера телефонов, проверять в интернете, откуда же все-таки мне звонили. Выяснилось, что это мошенники. Будьте внимательны, берегите свои деньги, берегите свои средства, берегите своих родных, чтобы не попасть в такую же ситуацию, как я. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Увидимся в следующем эфире.